Овладение тайнами природы, ее силами – счастливый удел ученого. В этом его жизнь, радости и горести, его увлечение, его страсть и горение. Александр Ферсман. Здравствуйте! Любимый камень героя сегодняшней передачи – гранит. На первый взгляд это кажется странным, ведь многие отдают предпочтение драгоценным камням. К примеру, кинозвезда Элизабет Тейлор – обладательница редкостной коллекции ювелирных украшений из бриллиантов и изумрудов. А более экзальтированные и романтические натуры, судя по известной повести Куприна, выбирают гранаты. Великий Микеланджело ваял свои скульптуры из мрамора. Так почему же гранит стал любимым камнем человека, о котором мы хотим рассказать вам сегодня? Впрочем, я и сама пока не знаю ответа на этот вопрос, но надеюсь узнать его, поближе познакомившись с нашим героем, который, кстати, обещал нам провести экскурсию вот по этому уникальному музею Института геологии, где собраны образцы всех минералов, хранящихся в недрах Коми-края. У меня в руках обыкновенный кусок гранита. При помощи микроскопа мне удалось заглянуть как бы внутрь этого камня. И я увидела такое, что хотелось воскликнуть: «Неземная красота!» Но ведь это именно самое, что ни на есть, земная красота, скрытая от невооруженных глаз. Говорят, что многие, кому хоть раз удалось увидеть эту земную красоту, на всю свою жизнь влюблялись в камни и становились геологами. Итак, знакомьтесь, герой нашей передачи – доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный работник Республики Коми, заведующий лабораторией петрографии Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Лев Васильевич Махлаев. Лев Васильевич, скажите, как вы пришли в науку, и в частности в геологию? Ну, в общем-то, у нас сложности есть большие с геологами, с комплектацией, так сказать, подбором кадров, потому что в школе геологии нет. Большинство выпускников не имеет ни малейшего понятия о том, что это за работа. И, может быть, поэтому в геологии, как нигде в другой науке, велик процент потомственных геологов. Вот даже у нас в институте много есть. У меня отец был геолог, хотя как-то он был геологом первого поколения, он был из чисто крестьянской семьи. Но он все-таки, тем не менее, в деревенской школе что-то узнал о геологии. И вот заинтересовала она его, и кончил он в Ленинграде педагогический институт Герцена. Но, тем не менее, параллельно, тогда это можно было, учился заочно в Горном. И получил оба диплома, и диплом химика, и диплом геолога, и говорил, что ему в жизни это никогда не мешало. Он все нужные, строгие, там, важные химические определения делал сам своими руками, и даже приборы для этого делал сам. Потом он поступил в аспирантуру, занимался вот экспедициями в Хибинах. Тогда это было в 30-е годы, это, ну как, это гремело на всю страну. Хибины, Хибинский, Хибиногорск, потом стал Кировском этот город. Это, ну, просто... Но я даже не могу подобрать город, который бы сейчас был бы так популярен, или место. Ну, может быть, на Норильске что-то вот не так давно примерно так говорили, как вот о Апатитах в Кольском полуострове. Ну и там он писал свою кандидатскую по этой диссертации. Одним из оппонентов на папиной защите был Александр Евгеньевич Ферсман. Имя академика Александра Евгеньевича Ферсмана известно не только как выдающегося ученого в области минералогии и геохимии, как географа и путешественника, но и как непревзойденного популяризатора науки. В доме Махлаевых была его книга «Занимательная минералогия» 1932 года издания, ровесница Льва Васильевича. Он родился 4 июня 1932 года. Так вот, по семейному преданию, маленький Лева учился по ней читать. Во всяком случае, и на полях кое-что было написано, ну и привязанность к большому городу. Смотрите, вот тогда стало интересно, а чем Ленинград отделан? Что там набережные Невы, что за камни? А во дворцах какие камни? Там камины, там столешницы, в Эрмитаже, в Русском музее. Конечно, это очень интересно. И, в общем, все это вот в этой книге было. Это, может быть, действительно не только первый учебник, первый букварь,
Ну и, конечно, это первая книжка, привязавшая к геологии, самая первая. Но я все равно мечтал стать биологом. Мама была биолог, и все-таки живое, это интереснее, это красивое, листья, бабочки, там, цветы, ну, все это великолепно. Но потихоньку папа никогда меня не убеждал, потому что я геологом становился. Но так как-то книжки-то попадались дома. И появилась у того же Ферсмана великолепная книжка, чисто лирическая, «Воспоминания о камне» называется. И, кстати, советую почитать. Она очень небольшая. Ну, там местами прямо похожа на стихотворения в прозе тургеневские. Есть даже такие кусочки. Но это действительно человек уже вот на склоне лет вспоминал, что с ним было с молодым там раньше. И вот эта книга меня доконала. После этого все-таки я решил, что хочу быть геологом. И когда вот кончил школу, пошел в университет, и как раз выбрал себе специальность геохимию, как у Ферсмана. Правда, потом вдруг оказалось, времена-то были секретные, и оказалось, что это слово служило заставкой для кафедры радиоактивных месторождений. И оказался геологом-уральщиком, а не геохимиком. Бережно хранит Лев Васильевич погоны с формы студента геологического факультета Ленинградского государственного университета. Их, кстати, можно разглядеть вот на этом студенческом снимке. А на этой фотографии Лев Махлаев крайне слева в первом ряду среди своих однокурсников. Сейчас профессор Махлаев читает лекции студентам Сыктывкарского государственного университета. Никогда не забывайте, что шлиф, тот, который вы смотрите, это все-таки достаточно случайный, тонкий, плоский срез породы. А минерал – это объемное тело. В шлифе вы видите плоскостное сечение, а вы должны представить себе объемную форму, иначе вы не поймете структуру. Вот этому обязательно учитесь. Потому что если вы видите, скажем, в шлифе прямоугольник, то это же не значит, что ваш, скажем, минерал имеет прямоугольную форму. Он может быть трехгранной призмой, шестигранной призмой. Так? То есть вам надо иметь минимум 2 сечения, продольные и поперечные, чтобы вы могли составить себе представление о том, что это такое. И вот этому тоже надо учиться в процессе работы за микроскопом. Это довольно скоро приходит. Такая привычка вырабатывается, ну, обычно где-то через пару месяцев максимум. Вот человек каждую неделю по паре часов посидит, он уже будет соображать, как надо представлять себе объемно те или иные ваши минералы. И вот тогда, когда это... О качественном уровне преподавания свидетельствует тот факт, что Лев Васильевич сумел подготовить 2 студентов, получивших соросовские гранты. А об уважительном отношении к своему преподавателю говорит то, что по результатам анкетирования студентов и сам Махлаев дважды, сначала в 1997-м, а затем и в прошлом году, получил почетное звание соросовского профессора и грант Сороса. А чем мы расплачиваемся? Значит, мы обязаны, это тоже было здорово Соросом придумано, в течение года написать 2 статьи в Соросовский образовательный журнал. Был такой журнал, который бесплатно распространялся по школьным библиотекам. И вот в этом журнале надо было рассказать о своей науке, но так, чтобы тебя понял старшеклассник и учитель. Не геолог, естественно, географ, там, историк, биолог. То есть достаточно популярно изложить материал. Но в то же время, чтобы это было все-таки достаточно точно. Очень трудно. Конечно же, Лев Васильевич справился с этой задачей, ведь у него свыше 100 публикаций, в том числе монографии и учебные пособия. Более того, одна из его статей вошла в 100 лучших за 5 лет существования Соросовского журнала. А вот почему же все-таки нет гранитов на других планетах? Мне кажется, что нет. Ну, я пытался объяснить, чем Земля отличается от других образований. То есть журнал действительно издается по-детски. Популярно, скажем Да, так. ну да. В такой же доступной форме я попросила Льва Васильевича рассказать для телезрителей о тех научных направлениях, которыми занята сейчас лаборатория, руководимая им. Главное, чем сейчас занимается лаборатория, это как раз проблемами соотношения магматизма и геодинамики. То есть какое место занимает формирование тех или иных вот расплавного происхождения горных пород, будем говорить так, те, которые из магмы, из расплава получаются.
Вот какое место занимают эти породы в истории этого блока земной коры, на котором Республика Коми находится. А понять историю развития, вот я детям говорю, когда с маленькими детьми встречаюсь, зачем нужна геология? Я говорю, что так обычно, такой пример люблю приводить, что у каждой хозяйки каждая вещь лежит в нужном месте. И никто не станет искать ботинки в кухонном столе. Вот природа отличная хозяйка, у нее все лежит в своих шкафчиках, на своих полках. Наша задача понять, где у нее обувной шкаф, где прихожая, где у нее бельевой шкаф, а где с продуктами холодильник стоит. Вот разобраться в этом. Потому что есть такой метод поисков, который американцы окрестили когда-то методом дикой кошки. Вот в Техасе, когда миллионное состояние на нефти в начале 20 века наживались, бурили так. Человек покупает участок земли, платит там грошовую плату, земля ничья. Потом где-то сшибает там деньги, собирает какую-то компанию, покупает буровое оборудование, бурит дырки. А дальше лотерея. Да. Один проткнул нефть, он стал миллионером. А другой проткнул, ничего нет, он разорился. Но человек отдельный себе это позволить может. Государство не может играть само с собой в лотерею. Каждая скважина – это миллион рублей. Значит, надо бурить там, где есть надежда. А вот тогда надо знать, какой шкафчик. Я медь буду искать там, а нефть буду искать там. А в одной скважине то и другое, это бессмысленно. Но большинство участков ничего не содержит. Ни того, ни другого, ни третьего. И там вообще бурить не надо. Вот для этого и надо знать особенности строения и особенности развития. И главная задача фундаментальной геологии – найти методы, как один шкафчик отличить от другого. Вот это главная задача. А нам все равно выход на практику колоссальный. Вот мы найдем эти методы, съемщики начинают снимать карту, они составляют эти все, вот те листы, да к каждой карте еще там обязательно книжка целая. Вот она красиво смотрится теперь. Вот, такие шикарное многоцветие. Геологическая карта вообще, конечно, красивая сама по себе. Это прям целые произведения искусства. Да. Вот. Но это же все, за всем этим стоят истоптанные километры. То есть надо ходить на расстоянии, скажем, где-то, километра 1,5 друг от друга идут маршруты, и ты всю эту территорию проходишь. Вот так, серии последовательно. Значит, там 50 километров ширина снимаемой территории. Значит, соответственно, 50 маршрутов вдоль нее. И это все из края в край. Надо пройти все это, посмотреть и увидеть. И вот в один из майских дней нашей съемочной группе удалось побывать в экспедиции в селе Иб Сахтыдинского района, куда сотрудники лаборатории петрографии отправились для осмотра геологических отложений. Вот смотрите, чего интересно. Вот это вот остатки раковин. Даже чуть-чуть перламутровый слой сохранился. Вот такой завиточек, да? Совершенно нормальный. Вот сейчас мы раскроем более чистую поверхность. О, пожалуйста, вот еще. Видите? Это раковины, которые жили где-то, больше 200 миллионов лет назад. Можно определить совершенно надежно возраст этих отложений, этих сланцев. Кстати, сланцы-то горючие. Это полезные ископаемые 21 века. Они будут использоваться вместо бурых углей, скажем, для получения энергии. Но даже не то важно, что они горючие. Достаточно интересно и то, что в них очень часто содержится, в качестве примесей самое... Видите, вот. Какой богатый слой. Вот все, это все остатки жизни, да? Вон они. В них содержится масса ценных компонентов. Редкие земли, там, Германии, скажем. Еще целый ряд элементов, которые, в общем-то, нужны, которые добываются. А вот тут раковины, даже с перламутровым отливом. Вот они еще сохранился перламутровый слой и весь блеск, который существует. Так что это удивительно интересные вещи. И, опять же, это все следы жизни. Все следы жизни. Вот мы берем, разламываем, и на каждой страничке, на каждом пластике мы находим эти отпечатки. Вот иногда говорят, что геолог читает страницы каменной книги. В общем, это такой почти что затрепанный газетный штамп. Но, тем не менее, в самом-то деле, вот каждый такой слой – это и правда страничка. Вот мы его взяли, вот
пожалуйста, вот заколупнул его, вот другая раковинка. И на каждой страничке что-то есть. Каждая страничка рассказывает нам о том времени, о той жизни, которая тогда была, об условиях в том бассейне, который существовал когда-то. Это мелкое море, теплое море, с таким, грязным дном, но вот черные лечебные илы, да? Вот лечебная грязь, которую люди... где-нибудь, вот это море примерно как, скажем, в Евпатории. Вот Черное море около Евпатории. Вот примерно такие условия были вот здесь когда-то, когда отлагались вот эти вот сланцы с остатками жизни. Наверное, трудно сейчас представить, что в этих местах когда-то в древности было теплое море. Вовсе не случайно, что Махлаев – член Всероссийского географического общества. Лев Васильевич изъездил, а точнее исходил сотни, а может быть даже тысячи километров по нашей стране. Приполярный Урал и Украина, Центральная Сибирь и Енисейский кряж, западные и восточные Саяны. Полуострову Таймыр в экзотическом районе Арктики он посвятил 15 полевых сезонов. А рядом его спутница, жена, друг и помощник Ирина Голубева, тоже геолог-петрограф. Волею судьбы их забросило в наши края. И теперь будущее республики Коми занимает Махлаева чрезвычайно. Я не могу не переживать за свою профессию и, главное, за то направление деятельности, которое связано с геологией. Я вижу, что сейчас во всей стране геология гибнет. У нас закрываются геологические экспедиции, сокращаются партии геологические, уменьшается объем работ геологических. А ведь страна живет во многом за счет своего сырья. Как страна, которая строит свое благополучие на сырьевых ресурсах, может не заботиться о геологии, для меня непонятно. Воочию мы видим сейчас романтику профессии геолога. Костер, потрясающая красота природы, которая так и просится на холст художника-пейзажиста. А Михаил Сакерин, как ребенок, радуется своим находкам. В детстве на берегах рек мы тоже находили эти необычные по форме камни, которые почему-то называли «чертовы пальцы». А это вот опять же те же самые ростры белемнитов. Вот. Так что это вот все. Я говорю, что белемнит это была первая попытка, может быть, природы создать разумное существо. Предки кальмаров, нет? Предки кальмаров. Да. Потому что они были огромные глаза. Они смотрели на мир и изучали его. Тепловые. Да. И причем они здорово и получали информацию богатейшую, потому что они действительно получали инфракрасные лучи, видели все. Они видели мир не таким, как видим его мы. Но вот все-таки что-то не хватило им, чтобы стать. Слизь это все-таки не должна быть разумной. Львиная доля работы у нас проходит за микроскопом. Вот из каждой, говорю, горной породы, из каждого камня, который мы привозим, изготовляется пластиночка толщиной 0,03 миллиметра, полируется тщательно. Вот заклеена она между стеклами, чтобы она, иначе сразу же и поломаешь. Такое, да? Вот она, там срез породы. Вот даже Это так, гранит? вы простым глазом, да, это вот видно зернышки разных минералов. Я да? угадала, это гранит? Правильно, вы угадали, действительно. Вот зернышки разных минералов. И вот там, когда под микроскопом лежит, за счет оптических эффектов, помимо их собственной окраски, возникает окраска, там поляризованный свет, а не особый, там свои цветовые эффекты, удивительно красивые картины появляются. Смотришь даже бесцветные вроде породы, и вот такие вот многоцветия возникают. Вглядитесь в эти шлифы. Здесь и проявление мирового хаоса, и вселенской гармонии. По срезу камня можно судить о строении Вселенной, а в игре случайностей видеть проявление сокровенного. Истинное наслаждение можно получить, созерцая камни, представленные в Музее Института геологии, куда непременно Махлаев приводит на экскурсию своих студентов. Вот как только они прослушивают несколько первых лекций по геологии, я их веду сюда, чтобы они посмотрели,
чем же им придется заниматься осязаемо тот материал, который будет у них в руках на протяжении всей жизни. Ну и чтобы они прониклись все-таки вот той красотой, которую несет каменный мир. Ну, а есть и личная причина. Иногда бывает так, что вот и настроение что-нибудь не заладится, грустновато становится или просто хандра. Придешь сюда, особенно когда никого нет, тихонечко подойдешь к витрине с красивыми образцами, постоишь, и как-то совершенно меняется настроение. И вот эта вот красота, которая окружает, она успокаивает сердце. Иногда здесь даже и подсказки приходят в голову, чисто по научным проблемам. Хотя это тоже одна из функций музеев – будить мысли, не только давать наслаждаться. Здесь есть два моих самых, наверное, любимых камня. Я вот очень люблю аметист. Говорят, что он лечит от алкоголизма, но я, правда, не поэтому люблю. Я, по-моему, не увлекаюсь спиртным, но его название – это против пьянства, аметист, да? Вот, но просто, может быть, он этим и может лечить, что он действительно успокаивает глаз и душу. Вид этого такого изменчивого сиреневого фиолетового камня. И вот второй очень любимый цитрин. Вот у него такой не просто желтый цвет, там есть и желтизна, и зелень. Чем-то похож вот на солнечную опушку, когда посмотришь, вот цвет солнца там очень приятен. Но вот эта вот витрина, она действительно с дорогими образцами. Ну, во-первых, здесь золото собрано. Вот проблема, которой наша много занимается. Все-таки мы добываем золото, ну, конечно, не так много, как где-нибудь, скажем, на Дальнем Востоке, там, на Чукотке, на Колыме. Вот. Но все-таки сколько-то его добывается у нас. Правда, пока я не думаю, чтобы велик был доход от этого. У нас все-таки трудно. Пока затраты все время как бы превышают стоимость добытого золота. Вот сейчас мы дошли все-таки до коренных месторождений золота, открытых во многом геологам, при участии активных геологов нашего института. Вот. И сейчас появилась надежда, что наконец-то мы будем получать и прибыль от этого. Не институт, а республика. А вот рядышком наверху, вон, 4 алмазика. Настоящие алмазы, это не имитация. И это алмазы, добытые в россыпях в реках Тиманского кряжа. Высокого качества, ювелирные алмазы, многократно превосходящие по своей цене, по стоимости алмаза Якутии. Поэтому, хотя их там добывают мало, но по суммарной стоимости они уже где-то подтягиваются к якутским. Конечно, это меньше все равно, но тем не менее это соизмеримая величина. Я думаю, что... Да я не думаю, я уверен, что не так много лет пройдет, и у нас все-таки свои месторождения алмазов появятся. И вот эти вот камушки, они будут пополнены. Лев Васильевич, в этом зале, в главном зале музея, образцов гранита нет. Но я специально захватила с собой этот камень, который вы мне дали, для того, чтобы узнать, почему же все-таки гранит ваш любимый камень. Не забывайте, что я ленинградец, детство мое прошло там, а гранит – это в какой-то мере визитная карточка Ленинграда. В гранит одела синева. Ну, все про это знают все, да? Поэтому, конечно, там нельзя не обратить внимания на этот камень. Во-вторых, в студенческие годы я попал к такому преподавателю, к профессору Садовикову, для которого гранит тоже был главным камнем жизни. И вот он, именно он, и раскрыл мне ту главную особенность, которая сейчас является для меня основой. Он показал мне, что, в общем-то, известный для геологов факт, но не всеми акцентируемый, что любой континент имеет в своем основании гранитный цоколь. И чтобы понять, как наши континенты любимые родились, как они стали такими, какими есть сейчас, как они стали удобными для жизни местами, для этого надо прежде всего разобраться в том основании, на котором они стоят. Вот один из американских геохимиков, крупнейших геохимиков современности, даже свою статью назвал так, заголовок сделал в стиле научного афоризма. No granites, no continents. Нет гранитов, нет континентов. Вот это, конечно, проблема очень интересная. И я думаю, что она важна не только для меня лично, и не только для геологов, она нужна для всего человечества. Так что нет гранитов, не было в нашей с вами жизни. О своей полувековой жизни в геологии Махлаев написал книгу, рукопись которой ждет сейчас своего издателя.
Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу. Над тобою лишь солнце полярное светит, надо мною лишь кедры в снегу. А путь дорог и долг, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, и ветра, и солнца враг.